Вот она, великая сибирская река Лена. На той стороне Якутска. Я еду к парому. Отправление парома минут через 15. Может, еще попаду. Это уже второй причал. Приехал на один, тот окажется только пассажирский для людей. А этот вроде бы грузовой, но как-то все непонятно. Ни указаний, ни указателей никаких нет. Вот, вижу, вон там машина поехала. Может быть, нету, да? Тоже нужно. Бесхозяйственность здесь лютая. Пылище столбом стоит. Вот я стою в очереди на паром. Не знаю, какая там причина, что-то машина не может подняться. Люди крутятся, вертятся. Течение довольно-таки быстрое, или здесь ее крутит. И до Якутска плыть как-то по косой, не пересекая, а как-то так по диагонали. И этот путь, наверное, раза в 3 длиннее, чем просто ширина реки. Вода по поверхности ходуном ходит, неспокойная какая. Вот там чуть дальше за капитаном Леонтьевым. Там вообще на протоке самое сильное течение. Этот большой груз какие-то проблемы создает, непонятно, или у него тяги не хватает выехать туда, куда нужно. Колено, какая она шустрая, течет и течет. Вот через вот эту хреновину мы будем выезжать, я так полагаю. Все больше и больше. Как легковой пошел. Капитан Леонтьев. Ну что, полна коробочка. Полностью забит паром. Мы поплыли. Отправление в 10:10. Еще не платили. Плывем. По течению, кажется, быстро получается. Вот и приехали мы. Сейчас глянем, сколько ж времечко. Ну, почти час ехали. Все. Поворот только направо. Тут отка. Пылище, как и на том берегу. Почва здесь песчаная, такой мелкий-мелкий песок, как в пустыне Намиб. Каждый год одно и то же. Неужели не могли сделать, чтобы по-нормальному? Ну, блин, у нас все нормальное и ненормальное становится. По типу индустриального района. Можно даже назвать индустриальным парком. Дорога от причала в город. Въезжаю в город. Пока дрып-дрып. Дорога неровная.
Здание чуть получше, но песок на улицах здесь присутствует постоянно. Очень возможно, что двигаюсь по главной улице города. Здесь и бараки есть, и пятиэтажки 50-летней давности. Там вдали уже дома повыше. Это место, где я остановился в Якутске. Начинаю с кухни. Общей, конечно. Все есть. Плита газовая. Тарелки, ложки. Холодильник очень важно. Водичка. Тостер. Пустырский номер 2. Сердечко. Так, это мои штаны здесь отвесливают. Кроватка. Это трехместный номер, но не знаю. Пока я один. Может, никого и не подселит. Окна выходят не на уличную сторону, а на какой-то забор. Это и хорошо. Тише будет. Предупреждение, значит, что не курить, не пить и кипятильники, чтобы не использовать. 22 июня и время после 8 утра. Я в Якутске. Прошедшую ночь ночевал в гостевом доме на улице Сафронова. Фактически это хостел. Называется «Сибирь». Место нормальное. Мне лично понравилось. В трехместном номере я был один. Ночь стоит 800 ре. Вроде бы немало для хостеля, но попробуй найди дешевле. Конечно, можно было ехать прямо в Магадан из Нижнего Бестяха, не пересекая Лену и не посещая Якутска. Так делают многие, кто путешествует до Магадана. А я же переехал реку по нескольким причинам. Мне надо пройти техобслуживание для моей машины в официальном дилерском центре. Для Hyundai машин еще, которые на гарантии, дилерских центров нет ни в Чите, ни в Магадане. Магадан был бы то, что надо. По пробегу, ближе к 45 тысячам. Другая причина поважнее. Давно мечтал посетить Ленские столбы, национальный парк. Есть такие места, о которых давно мечтаешь, как Байкал, Алтай, Телецкое озеро. На Байкале я уже побывал, попробовал омуля, горячего копчения. И вот, наконец, добрался уже и почти до Ленских столбов. Отсюда, из Якутска, 100 километров с хвостом вверх по течению реки Лена. По сибирским меркам это сущий пустяк. Потом проехать Якутск мимо. Это просто глупо. Хочется не для какого-то отчета посмотреть, почувствовать, иметь собственное представление. И сегодня как раз такой день, когда я могу
удовлетворить все эти перечисленные причины моего заезда в Якутск. Сделать ТО на машину, посмотреть на Якутск и попробовать попасть на теплоход Демьян Бедный, чтобы посетить Ленские столбы. Улица Сафронова, где отель «Сибирь», или точнее хостель, выходит прямо к той дороге, которая ведет к Вилюйскому тракту, а мой Hyundai-центр находится на Вилюйском тракте. Но выезд только вправо с улицы Сафронова, а мне надо в обратную сторону. Поэтому я решил ехать задними дворами, а потом уже выскочить на Вилюйский тракт там, где мне надо. Записался на ТО еще в тот день, когда приехал в Нижний Бестях. Надеюсь, это не займет много времени. Все это ТО – это просто способ выкачивания денег. Поменяют масло, масляный фильтр, воздушный фильтр или фильтр салона еще. Плати 15 000, а то и больше. Но чтобы оставаться на гарантии, приходится платить. Платишь фактически авансом за возможные заводские дефекты в будущем, если они вылезут. Останавливаюсь время от времени, смотрю, туда ли еду. Пока задворки Якутска не впечатляют, но это дело ожидаемо. Как-никак город сидит на вечной мерзлоте. И вот эти лужи впереди, это не от дождя, а от вечной мерзлоты, которая размораживается летом. Что сейчас? Нужно повернуть направо и ехать в Симпочтика
Якутия – самый большой регион в составе России по территории. По населению, наверное, один из самых малых. На этой территории есть все. И золото, и нефть, и уголь, и газ, и лес. Вытаскивают из этого региона на миллиарды, а возвращают в час по чайной ложечке. Если бы хоть раз бы отдали бы полностью годовой бюджет, весь навар, который с этого региона взяли, отдали бы обратно в республику, направили бы хороших менеджеров бы сюда по типу Сергея Собянина, чтобы они навели бы порядок. Совсем бы по-другому выглядело бы это и республика, и этот город. Вот так вот дрыбаешь из одной ямы в другую. Дома стоят, но некоторые новые, а есть и такие двухэтажные бараки на бекрень могут и упасть, а там люди живут. Пока в нашей стране власть принадлежит тем, кто больше парится в том, чтобы миллионы отдавать сборной Бразилии в составе петербургского «Зенита», вместо того, чтобы заботиться о своих людях. Чем дальше едешь на восток от Москвы, тем больше чувствуешь присутствие японского автопрома. Если посмотреть, какие машины ездят по дорогам Якутии, то это процентов, наверное, на 80-90 японские. Ну, тем людям, кому позволительно по деньгам, те приобретают ленд-крузеры, ну а остальные что попало. Ну, здесь полно и Мазды, и Хонды, и Субару. Эти мини-автобусы, которых в центральной части России практически не встретишь. Здесь их полно. Маленькие грузовички, которые я видел на рисовых полях в Японии. Они ездят по разграничительным дорогам между рисовыми полями. Маленькая буквально, там я не знаю, на сколько сотен килограмм она рассчитана. И здесь их тоже хватает.
и заканчивается моя незапланированная поездка по якутским задворкам. Еще немного, и я выйду на Вилюйский тракт. И здесь мне надо поворачивать направо и ехать в сторону центра города. Камера. В спину. На 40. Вот я и добрался до моего вожделенного Хендая. Всего-то 20 минут от места ночлега до сюда. Кажется, чуть ли не как целый час по ощущениям. Камера. На 40. Непривычно слушать по радио гимн России в середине дня. Здесь в Якутске 12 часов, а в Москве 6 утра. Я уже прошел техосмотр, и теперь я направляюсь в речной порт. По расписанию есть рейс с Демьяном Бедным в сторону Ленских столбов сегодня вечером. Посмотрим, что у меня получится. Мультикамера. На 60. Здравствуйте. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В этом году, 22 июня, 81-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. В России минут молчания с 2020 года проходит одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время вы только что разговаривали и с Мираном Серзяновичем Хуснуллиным и с министром финансов Ангелиной тоже говорил. Да, это
со следующего года начать активную реализацию. Владимир Путин подверг критике застройку без комплексного плана, без учета инфраструктуры. Вроде бы квартиру купили хорошую, но сразу же столкнулись с другими проблемами. Нет ни садика, ни школ, ни медицинских учреждений, сказал президент. Знаю, что наши строители готовы работать еще более интенсивно и на возведение жилых домов, и на других, в том числе сложнейших масштабных объектов. Активнее продвигаться в создании комфортной современной среды наших городов, поселков, деревень. Повторю, нужно снимать здесь все необоснованные барьеры. Так, документы социально-экономического территориального планирования, дорожного и градостроительного развития по-прежнему, к сожалению, часто не синхронизированы. Все это не только увеличивает сроки и усложняет принятие решения о строительстве объекта, но и Мультикамера на 60. территории, так как застройка зачастую идет без учета перспективных планов, и в итоге съедается городское пространство, нередко нарушается общий облик, уникальный колорит населенных пунктов. Нагрузка на инфраструктуру увеличивается. Долгосрочные последствия этого, конечно, не просчитываются. И часто получается, что люди покупают жилье, а потом часами добираются до работы или возят детей в школу в другой район города. Не имеют возможности устроить малышей в близлежащий детский сад, например. Вроде квартиру купили хорошую, но сразу же столкнулись с другими проблемами. Для решения жилищной проблемы, напоминает глава государства, в стране должны быть построены миллиарды квадратных метров нового жилья. Владимир Путин поручил правительству финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться в наем Мультикамера на 60. По словам президента, для реализации этого предложения понадобится принять нормативные акты. Работу необходимо провести как можно быстрее, уже в текущем году. Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, предложил утвердить комплексный план развития территорий. По мнению Хуснуллина, это поможет решить проблему износа коммунальных сетей. Такой план, по словам вице-премьера, будет включать не только расселение аварийного жилищного фонда, но и совершенствование подходов к капитальному ремонту многоквартирных домов, а также создание стимулов для строительства наемного жилья. О заявлениях, которые прозвучали на заседании Госсовета, мы еще будем говорить в нашем эфире. Пока к другой встрече Владимира Путина. Глава государства пообщался с выпускниками высших военно-учебных заведений. Как сказал президент, Россия продолжит укреплять свои вооруженные силы с учетом потенциальных рисков и угроз. По словам Владимира Путина, в истории России не было никогда времени, когда мы чувствовали, что можно ничего не делать. Страна всегда проходила через испытания, и сейчас все они будут преодолены. Вы только что закончили учебу и прекрасно отдаете себе отчет в том, что каждый думающий человек в стране постоянно анализирует все, что происходит внутри нашего государства и вовне, на внешнем контуре. В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране чувствовали, что Сегодня день начала войны и, видимо, какие-то мероприятия, посвященные этому, проходят в городе Якутске. Камера на 40.
Мультикамера. На 60.
кого спросить. Знаменитый Михаил Светлов из бриллиантовой руки. Это мы, наверное, немножко другой. Нашел я Демьяна, бедного. Стоит, спрятался здесь. Говорят, что без билета даже суваться некуда. Строго. Предложили звонить по телефону. Я говорю, по телефону не отвечают. Езжайте тогда Дзержинского 2. Вернусь к машине. Нужно еще разок попробовать. Не получится. Поеду туда уже с частниками. Камера на 40. Камера на 40.
Бортикамера на 60.